В прошлом году из-за распространения на территории Абхазии мраморного клопа сельскому хозяйству страны был нанесен большой ущерб. Особенно пострадали главные сельхозкультуры – орех и цитрусовые. В этом году ситуация может быть еще сложнее и необходимо безотлагательно принимать меры, отметил президент, открывая совещание. Те шаги, которые предпринимаются здесь сегодня, они пока только носят информативный характер, а нам нужно принимать соответствующие меры, которые приведут к тому, чтобы как-то локализовать эту ситуацию. В бюджете республики на борьбу с насекомыми-вредителями заложено 10 миллионов рублей. На 3 миллиона уже закуплены специальные средства, сообщил министр сельского хозяйства Даур Тарба. Химикаты будут распределены по каждому району. Министерство также подготовило к печати брошюру со сведениями о применении препаратов и другой информации по уничтожению вредителя. Эти брошюры будут розданы сельчанам. Директор Института экологии Роман Дбар отметил, что несмотря на теплую зиму, смертность насекомого оказалась достаточно высокой, поэтому в весенние месяцы численность вредителя будет небольшой. По мнению ученого, к активной борьбе с мраморным клопом нужно приступать в июле. Именно в этот период накопится основная его численность. Роман Дбар считает, что необходимо изучить мировой опыт борьбы с вредителем и выбрать самый эффективный и экономически выгодный для нашей страны. К примеру, в Италии используют специальные ловушки с феромонами. При грамотной расстановке таких ловушек их эффективность очень высока. По краям плантации устанавливают феромоновые ловушки. Ловушки, которые представляют собой вещество аттрактант, привлекающий на запах клопа. Значит, и затем обработку производят этих деревьев вместе с группой деревьев, находящихся рядом с тем деревом, на котором находится ловушка аттрактант. И таким образом они минимизируют количество препарата, которые они используют, количество работников и техники, которые используются, и тем самым минимизируют экономические затраты, и при этом они не ставят перед собой задачу уничтожить клопа целиком, а только снизить экономический вред до минимального, который он наносит. В Абхазии с каждым годом растет число вредителей, и, как отметил Роман Дбар, для эффективной борьбы с ними необходима модернизация всей системы защиты растений в стране. Это не один вредитель, который существует в Абхазии. Этих вредителей по меньшей мере сотни наберется. И каждый раз будут возникать всплески тех или иных, вредителей. Поэтому, если нам сегодня ставить задачу, нам нужно ставить ее комплексно. Это модернизация системы защиты растений, это подготовка кадров. Поэтому я думаю, что необходимо будет включать программу, в которую нужно будет в университете на агроинженерном факультете открывать все же кафедру по подготовке специалистов по защите растений. Нехватка специалистов также серьезная проблема. По всей республике всего 60 инспекторов по карантину растений. Глава администрации Гулрыбского района Аслан Барателия предложил создать специальные бригады, которые будут заниматься обработкой растений. Для того, чтобы мы реально что-то сделали. То, что говорят о ловушках, это технология, конечно, сложная. Мы ее применить, по крайней мере, на уровне нашего района, если не будут специалисты, мы не сможем. А создать бригады, которые будут... Вот сегодня мы знаем, что завтра мы будем заниматься лечением, мы за этим проследим. Если бригады будут оплачиваемы, многие частных хозяйств даже не могут пользоваться этими ранцевыми опрыскивателями, и они не смогут это делать, и не будут это делать. А если они не сделают, значит, эффект того, что рядом сосед сделал, мало будет эффективным. Как было отмечено на совещании, в борьбе с мраморным клопом должны объединиться все структуры и население. Президент дал поручение создать республиканский штаб во главе с премьер-министром Бесланом Барцыц, в который войдут представители всех профильных учреждений. Члены штаба должны своевременно доводить до населения информацию о времени обработки и способах борьбы с насекомым. Все главы администрации, которые еженедельно вместе с руководством штаба, Министерства сельского хозяйства, все должны встречаться, проводить соответствующий мониторинг. Для того, чтобы этот мониторинг проводился, господа мои дорогие, там, где у вас 60 человек, распределите, у нас всего 7 районов по Абхазии, распределите этих людей туда, откомандируйте, и пусть они там занимаются этими вопросами вместе с руководством сельскохозяйственных ваших структур. Нам нужно работать и бороться с этой ситуацией достаточно очень жестко.
Также должны быть организованы районные штабы, в которые войдут представители сельскохозяйственных структур и специалисты, отвечающие за установку ловушек и химическую обработку. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.